Глава Ингушетии принял участие в заседании Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений под председательством полномочного представителя президента России в СКФО. Открывая заседание, Юрий Чайка назвал ряд основных социально-экономических показателей, достигнутых по итогам 2021 и первого квартала 2022 года с учетом реализуемых мер по решению вопросов всестороннего развития субъектов округа. В 2021 году рост индексов промышленного производства и производства сельхозпродукции превысил общероссийские показатели. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц составили 26 628 рублей. Прирост за год составил 9%. Одновременно отмечается более чем двукратный рост строительства жилых помещений. Произошел рост оборота розничной торговли в среднем по округу на 7%, что также выше общероссийского показателя. Рост объема платных услуг составил 4%. Отмечено увеличение доли прибыльных предприятий. На 1 марта этот показатель зафиксирован на уровне 70%. И является самым высоким по России. Необходимо отметить, что Северный Кавказ с каждым годом становится все более стабильным и привлекательным для инвесторов. Только за 2020-2021 годы суммарный портфель заявленных проектов частных инвестиций субъектов округа, в том числе и долгосрочных, увеличился почти в 2 раза и составил 318 миллиардов рублей. При этом в рамках реализации инвестиционных проектов за 2 года было создано около 30 тысяч рабочих мест. В текущем году эта работа продолжена. В результате комплексного межведомственного подхода субъекты округа достигли в 2021 году до пандемийного показателя занятости населения. Отмеченный рост социально-экономических показателей стал результатом скоординированной деятельности и четкого взаимодействия аппарата полномочного представителя президента, аппарата правительства Российской Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти. Сегодня перед нами стоит еще одна серьезная задача, поставленная главой государства – легализация трудовой занятости. В рамках исполнения данного поручения главы государства в настоящему времени Минтрудом совместно с заинтересованными ведомствами утвержден план по легализации трудовых отношений, осуществляется мониторинг снижения уровня теневой занятости. Во всех регионах нашего